Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, укук, тартип, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрайымы Никитенко Наталья Владимировна. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу партиялаштарым, урматтуу бүгүнкү курултайынын катышуучулары. Мен Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын атынан сиздерге ыраазычылык билдирем. Ысык салам айтам. Бүгүнкү курултай өткөрүү күнүңөр менен куттуктайм. Бүгүн биз өлкөдөгү эң тарыхый, принципиалдуу партиябыз. Сиздердин аркаңызда биздин туруктуу партиялаштарыбыз, колдоочуларыбыз турат. Биз бүгүн башаламындыкка, авторитаризмге жана репрессияларга каршы турган жалгыз уюшкан күч бөйдок калдык. Биздин эркин өлкөбүз үчүн Атамекен партиясынын кошкон салымы абдан зор. Атамекен ар дайым элдин кызыкчылыгы үчүн турат бекем. Бизге жеңиш каалайм, Атамекен. Дорогие соотечественники, участники сегодняшнего съезда, позвольте всех поздравить с этим историческим днем. В этом историческом месте сегодня мы говорим, как и 30 лет назад, 10 лет назад и год назад, о том, что Кыргызстан нуждается в переменах, о том, что сегодня ситуация общественно-политическая в тяжелом кризисе. И, конечно же, историческую, политическую роль партии Атамекен невозможно заменить. Да, у нас много недоброжелателей во власти во все времена, но народ поддерживает Атамекен, потому что наше историческое место — говорить правду, быть конструктивной оппозицией, зажигать сердца людей, указывать путь. Оно принадлежит Атамекен. И это факт, это наша история, это то, чем мы гордимся. Наша страна уникальна в Центральноазиатском регионе. Несмотря на то, что мы перешли от парламентской модели к президентской, и многие говорят, парламентаризм не состоялся, нет, я в это не верю. Потому что за годы парламентской демократии в сердцах, в сознании людей проросло понимание и запрос на открытость, подотчетность власти, на открытый дискурс в парламенте. И этого уже не отнять. Не отнять желание людей знать правду. И это наша история, это наша данность. Поэтому парламентаризм остался в сердцах, в умах людей. И это уже не изменить. Об этом нужно помнить нынешней власти. Всего лишь чуть больше года назад на съезде нашей партии Атамекен мы говорили о том, что страна погрузилась в коррупцию, в хаос, в беспредел, безграмотное государственное управление. Мы предупреждали, но мы не были услышаны. Сегодня практически год с октябрьских событий. Прошлой осенью наши граждане вышли на митинг, потому что свободный народ Кыргызстана не будет мириться, не будет принимать несправедливость, потому что это дух кыргызстанцев. Свобода, независимость, сила, победа. Это то, чем я бы охарактеризовала наш мудрый, древний народ. Попытка тогдашних правителей считать страну и граждан за своих бессловесных рабов, купить в голоса и обеспечив приход президентских партий власти в политику, провалилась. И я помню октябрьские события, здесь сидят непосредственные участники. Я помню, как под шумовыми гранатами молодые ребята, получая ранения, продолжали бороться за свободу, за справедливость, за то, чтобы у людей не украли победу на выборах. Я помню, как ранили Телека Токтогазиева. Мы никогда не забудем Умюта, молодого парня с горящим сердцем, который погиб в этих страшных событиях, но память о нем будет жить в наших сердцах. Казалось, что после такого шторма гражданского недовольства в октябре, после стольких разочарований и уроков собственной истории должны наступить действительно новые времена. Новое лидерство, новая политика, новые люди, открытое общество.
Но, как говорится в известном выражении, революции пожирают своих детей. И очень печально, что, воспользовавшись неумением демократически настроенных лидеров договариваться, к власти пришли те, кто опирается на физическую силу, популистические лозунги, обещания золотого будущего для страны и граждан. Провели изменения в Конституцию, насадив суперпрезидентскую власть, ответственность одного человека. Хорошо, один человек отвечает за все. Прошел практически год. Подведем итоги. Каковы итоги этого года, дорогие единомышленники? Границы. Мы подверглись вооруженной агрессии. Погибли наши граждане, разрушены дома, школы, погранзаставы. И большая часть, кстати, так и не восстановлена, а уже наступают холода. Решается ли вопрос границ? Это большой вопрос, и все мы знаем, что практически продвижения по этому вопросу нет. Экономика. Мы получили самый высокий рост цен среди всех стран бывшего Союза. Растут цены на все, и каждый на себе это ощущает. Продукты питания, ГСМ. Торговля с миром практически замерла. Мы одна из немногих стран мира, экономика которой сократилась. Да, пандемия повлияла, но несмотря на это, например, у наших соседей в Узбекистане за первое полугодие рост экономики более 6%, в Таджикистане более 8%. Увеличились потоки оборота взаимоотношений между Китаем и Казахстаном. А у нас? У нас снижение по всем показателям. Это объективные факты. Факты упрямая вещь, дорогие товарищи. В этом году засуха поразила наше сельское хозяйство. И, конечно, Кыргызстан недополучил около 35% зерновых культур. В результате фермеры терпят убытки. А каково было решение по поливной воде? Мы передали ее соседям. Это говорит о грамотной государственной политике, о заботе о своем народе и о гражданах? Очевидно, что нет. Про энергетику, я думаю, это больная тема, и все хорошо знают, что коррупционные схемы, которые существовали, продолжают существовать. На сегодняшний день проблемы с водохранилищем, они практически пусты. По подготовке к осенне-зимнему периоду парламент так и не заслушал впервые за многие годы подготовку, а между тем уже холода. Между тем вчера было видео, как в Каракиче в очередь стоят грузовики и угля не хватает. Это значит, не хватит угля гражданам, жителям, социальным объектам. Это очень похоже на высокий риск потери всего сектора при таком безграмотном управлении. По инвестиционному климату практически он в стране уничтожен. По данным, отток превысил уровень притока на 367 миллионов долларов. По инвестиционному климату можно сказать, даже если в воспаленном воображении Министерство инвестиций рисует картину хорошую и привлекательную для инвесторов, бизнес бежит из Кыргызстана. На сегодняшний момент, к сожалению, это тоже факт. Кумтор – самая больная тема, из-за которой происходили смены парламентов. Это самое большое обещание нынешней власти. Дорогие соотечественники, что мы знаем на сегодняшний день о том, что на самом деле происходит на руднике? Информация закрыта, переговоры идут за закрытыми дверями. И парламент, который вручил мандат временного управления, не может добиться ответа. Вместо этого юрист, неизвестно кем уполномоченный, говорит о том, что народ и парламент не должен получать эту информацию. Это может повредить переговорам. Уважаемые друзья, Кумтор принадлежит народу Кыргызстана. И кто, если не вы, имеете право спросить, что там происходит? Если все хорошо, почему закрывается информация? Наша партия Атамекен всегда системно много лет выступала за национализацию Кумтора, за то, что недра должны служить и принадлежать народу страны. Мы предлагали цивилизованный путь через закон о национализации. Но, к сожалению, не были услышаны. Более того, подверглись очень серьезному давлению. Были возбуждены уголовные дела на лидера партии, на членов партии Атамекен по этому вопросу. Прошло время, и национализированная государственная компания Кумтор не говорит, где наше золото, какова ситуация. Год назад нам говорили, что нам нужна ответственная власть одного человека, сильная рука, и что он будет за все это отвечать. И что мы имеем на сегодняшний день?
Та же кадровая политика. Это кадровая чехарда. Руководители сменяют друг друга иногда в течение одного дня. До сих пор не утверждена структура правительства. А сокращение на 30% госслужащих привело просто к тому, что идет переброска госслужащих из одного ведомства в другое или выдавливание неудобных, неугодных, правдолюбивых государственных служащих. По правопорядку в это время на улицах творится настоящий хаос. У нас выросла статистика по ДТП, выросла статистика по преступности. Тяжелое положение в системе образования, здравоохранения, социальной службы. Но на вопрос, а где антикризисный план правительства, тишина. Каким способом мы предлагаем выходить из кризиса? Ответа нет. Профицит бюджета на самом деле получен во многом за счет того, что Нацбанк перечислил в счет еще не полученной прибыли 2,5 миллиарда сомов. Но, уважаемые друзья, по итогам года картина по бюджету будет ясна, эту информацию не утаить. Приведу лишь расхожее выражение. Можно долго обманывать одного, некоторое время обманывать многих, но нельзя постоянно обманывать всех. Борьба с коррупцией – это один из основных лозунгов, на которых нынешняя власть пришла сегодня в управление. Лозунги борьбы с коррупцией и кустаризацией обратились в закрытую, засекреченную для народа деятельность правоохранительных органов с неизвестным количеством полученных денег для бюджета, а также с неизвестным направлением, как эти деньги распределяются и куда именно они поступают. На открытые запросы в парламенте тишина. При этом удивительным образом ремонтируются здания МВД и ГКНБ за счет неизвестных спонсоров. Добровольно оплачивают чиновники в казну определенные взносы или штрафы по решению суда и продолжают благополучно вести свою деятельность в Кыргызстане или за его пределами. Такова реальность. А по свободе слова и правам человека наблюдается серьезный откат назад. Принятие законов, которые ограничивают свободу слова, заявление первых лиц страны о давлении, которое будет неприкрыто в отношении людей, которые намерены говорить правду, говорит о том, что, к сожалению, по этим показателям Кыргызстан серьезно отходит назад. Продолжаются репрессии, давление, задержание гражданских активистов, блогеров, общественных и политических деятелей. Они усиливаются. В застенках остаются Джениш Молдакматов, Курсан Асанов, Телекмат Куренов, другие. Остановитесь. Это недопустимо в обществе Кыргызстана, где за 30 лет не удалось создать сильную экономику, но удалось создать сильное общество, сильных духом людей, свободных. И именно поэтому попытки давления и нежелание власти прислушаться к голосу общества всегда оборачивались плачевно. Нужно научиться извлекать уроки из собственной истории. Как мы видим, за год правления вопросов накопилось очень много, а вот ответов на них практически нет. А жизненный уровень народа ухудшается с каждым днем. Власть работает непрофессионально, это видно из ее шараханий. То выключим свет, то включим, то вводим тарифы, то отнимем и так далее. Ко мне как депутату каждый день обращаются граждане насчет ухудшающегося социально-экономического положения с просьбой о помощи. Все чаще задают вопрос, кто будет отвечать за такую ситуацию в экономике, в социальной сфере. У нас президентская форма правления, господа. Была провозглашена власть одного человека. Вот и ответ. Мечты Садыра Джапарова исполняются. Но исполнит ли Джапаров мечты кыргызстанцев? Я убеждена, что только возвращение к истинной власти народа через сильный парламент, независимых депутатов, которые не боятся говорить правду и готовы отстаивать позицию, поможет выйти из кризиса, удержать нашу страну. Нужна профессиональная кадровая политика, а не по принципу дружбы или взаимных обязательств. Ответственное отношение к экономике, возврат доверия, реформы в судебной системе, свободное открытое общество без репрессий. И это те принципы, за которые выступала наша партия Атамекен. Если мы не решим эти задачи, то вероятность необратимых процессов для страны становится очевидной. Предстоящие выборы в Чогор-Кукенеш станут решающими для страны. И в президентской форме правления только сильный, сбалансированный парламент, он позволит создать основу для развития и продвижения вперед. Но уже сегодня опасения вызывают то, как пройдут выборы.
Уже сегодня мы понимаем, что заложены, к сожалению, в самой системе конфликты. И мы видим, что сокращаются возможности для женщин, представителей лиц с ограниченными возможностями, представителями других национальностей быть представленными в парламенте. Уже сейчас толстосумы и олигархи распределили округа и партии, выстроились в списке так называемых провластных партий. Но народ не потерпит парламент олигархов, уважаемые коллеги. И без того 6-й созыв, сформированный по указу бывшего президента, который, не скрывая, говорил об этом, в основном состоящий из бизнесменов и олигархов, заслужил недоверие, презрение народа. Поэтому на сегодняшний момент становится все очевиднее, что возможности для представительства сильных, смелых депутатов, не зависящих от своего капитала и бизнеса, и защищающих интересы народа, может сократиться, но народ это не примет. Как никогда важен голос оппозиции, дорогие единомышленники. Как никогда нужен Атамекен и его союзники, наша коалиция от Эгемен. Именно поэтому мы объединяем усилия с единомышленниками, партиями, гражданами в единую коалицию. И как всегда, почти за всю 30-летнюю историю наша партия оказалась самой неудобной силой. Мы были неудобны Акаеву, Бакиеву, Атамбаеву, Джеймбекову. Неудобны мы и сейчас, потому что говорим правду. И готовы это делать впредь. Готовы отстаивать и защищать интересы каждого простого кыргызстанца. Обязательно должна быть оппозиция, обязательно должна быть здоровая критика, связанная с интересами и чаяниями народа. Это условие, это залог развития движения вперед. Разные мнения должны звучать в парламенте, а не на улице, чтобы не погрузить страну в очередной хаос. Партия Атамекен всегда была и будет народной, готовой бороться за ваши интересы. Лампочка разбилась, лампочка не горит. Мы не будем зажигать лампочку. Мы зажжем ваши сердца. Атамекен Ильичем Радбекен. Спасибо, Наталья Владимировна. Вот такая ситуация, такой расклад сегодня в нашей стране.